Мы продолжаем нашу лекцию на тему социального поведения человека и поговорим о том, что движет человеческими поступками. Человек не отличается принципиально от других животных почти ничем. Ни ум, ни язык, ни техника не способны провести четкую границу между миром людей и миром зверей. Мы лишь немного умнее шимпанзе и дельфинов. Другие животные строят себе жилища и составляют орудия и оружие. Это аналог нашей техники. Животные способны общаться, и их системы общения иногда похожи на наш язык. Но есть нечто, чего нет у животных. Нечто, что делает нас людьми в высоком смысле этого слова. Это социальные институты и регуляторы, важнейшим из которых является право. Человек – социальное животное. Это знают все. У каждого есть семья, друзья, круг общения, народ, страна. Мы гордимся принадлежностью к определенным группам и чувствуем себя некомфортно вне этих групп. Робинзон Крузо жил на райском острове. У него было все для комфортной и безопасной жизни, но он был глубоко несчастен. Эмигранты тоскуют по родине. Мы скучаем по родственникам и друзьям, с которыми разлучены. Изоляция от других людей – тяжелейшее из возможных испытаний для нашей психики. В этом нет ничего принципиально отличающего нас от других общественных животных. Но только мы создали общественные институты, то есть долговременные программы социального поведения, не обусловленные одним лишь социальным инстинктом. Почему? И муравьи, и даже шимпанзе вполне обходятся врожденными формами с некоторой долей поведенческих моделей, приобретенных в результате обучения. Никто не имеет социальных институтов, только мы. Почему? А как вообще могло случиться, что голая, слабая, медленная обезьяна, лишенная рогов, клыков и даже когтей, могла оказаться эволюционно успешной, заселить все ареалы Земли и даже ближний космос? Ответ всему – разум. Разум – это опережающее отражение реальности. Эволюционное значение разума – способность к предвидению, прогнозу. Но такая способность сама по себе совершенно бесполезна, если она не может влиять на поведение. Какой смысл предвидеть, что корабль утонет, если вы прикованы к палубе и не можете спастись? В поведенческом плане разум интересен тем, что дарует способность не только автоматически реагировать на изменения среды, а вести себя, исходя из прогноза, модели будущего. Для этого наш мозг способен к обобщениям, выявлению закономерностей. Иногда мы видим закономерности даже там, где их нет, потому что наш мозг тонко настроен на их поиск. Например, этим иногда отличается ритуальное поведение человека от ритуального поведения животных. Животное не станет плевать через левое плечо, увидев черную кошку, потому что животное не верит в приметы. Разум предоставляет нам огромную гибкость поведения. Человек принципиально способен к любым поступкам, потому что только такая гибкость и способна реализовать потенциал разума. Иначе он был бы бесполезен. В этом причина того, что человечество так разнообразно. Наше поведение определяется условиями, в которых мы рождаемся, обучаемся и живем в гораздо большей степени, чем жесткими рамками инстинктов. В этом и есть наше эволюционное преимущество. Мы способны очень гибко менять поведение, приспосабливая его к любым условиям и задачам, вплоть до космических полетов. Но точно таким же гибким является и социальное поведение. Именно поэтому всегда будут существовать преступность и жертвенность, эгоизм и альтруизм, Герострат и да Винчи, Джек-потрошитель и мать Тереза. Мы продолжим обсуждать мотиваторы социального поведения человека чуть позже.